Сотрудничество в сфере науки и образования наладили Ингушетия и Костромская область. Нашему региону необходимы профессиональные кадры в области сельского хозяйства. Высшие учебные заведения Костромы готовы принять наших абитуриентов. На новый уровень общения вышли и представители научной интеллигенции. Все подробности у Хусена Гагиева. Костромская область стала привлекательной для жителей республики не сегодня. Еще в 30-е годы прошлого века приток ингушей в регион заметно увеличился. Здесь наши земляки учились, служили и работали. Теперь же власти намерены восстановить былые традиции, ведь еще тогда простое знакомство переросло в крепкую дружбу. Уже в следующем году Ингушский государственный университет могут пополнить студенты из Костромы. Я с радостью здесь встретил двух выпускников сельхозакадемии, одного выпускника Высшего военного командного училища химической защиты. Мы сегодня с радостью готовы принимать ребят из Ингушетии. Более того, готовы посмотреть, чтобы ребята, которые в Костроме, в Костромской области живут, могли приезжать здесь, получать образование. Это очень важная история. Это и работает на хорошие, очень гармоничные межэтнические отношения. Надо обмениваться студентами, надо обмениваться аспирантами в обязательном порядке. В таком же ключе будут сотрудничать между собой и научная интеллигенция двух субъектов России. Это и регулярные встречи, круглые столы и, конечно же, кропотливая работа над научными трудами. Динамичное развитие АПК республики, внедрение новых технологий требует и соответствующего уровня специалистов. Тем более сельхозпредприятия республики наращивают объемы производства. Ректор нашего университета, ректор сельхозакадемии здесь присутствует, да, уже договорились между собой, в том числе это защита различных диссертаций, докторских или там кандидатских, необходимо научную базу поднимать. И бесспорно нам надо учить ветеринаров, у нас их советского образца в своем большинстве молодежи нет там, нам надо учить агрономов, нам надо учить там новым технологиям, даже вот те яблоневые сады. Вчера приятно было, что один из докладчиков по яблокам был выпускник академии, сельхозакадемии Костромы. То есть вот вам и польза тоже от взаимодействия, от обучения в Костроме. Если в школах республики вопрос нехватки квалифицированных специалистов не стоит так остро, то вот в дошкольных учреждениях пока другая ситуация. Здесь существует необходимость в воспитателях, которые смогут организовать процесс обучения на должном уровне. Количество детских садов растет в виде увеличения процента охвата детей учреждениями дошкольного образования. Приоритетная задача не только местных властей, но и руководства страны в целом. Одним из таких направлений, то, что мы изучили, это педагогическое образование среднетехнического уровня для педагогов, воспитателей, методистов в детские сады, ну и школы в том числе. Вот мы здесь сейчас выработаем, поручение правительству уже дано, чтобы уже в следующем году целевым набором туда могли бы поехать дети наши и учиться, те, которые там по контакту будут возвращаться обратно домой. Совсем скоро специалисты, которые получили образование в Костромской области, смогут применить свои знания уже в Ингушетии. Хусен Гагиев, Рамазан Ахильгов, Рахман Цуров. Новости 24.